Телеканал БСТ продолжает свое вещание. Это по-прежнему программа «Салям» и в студии Юлии Санбердиной. И если вы забыли, то я напомню. 7 мая – это День радио. Отметим этот праздник беседой с людьми, которые не понаслышке знают, а как радио вообще делается. В студии программы «Салям» мои коллеги. Это Дмитрий Брыжак, музыкальный редактор радио «Спутник ФМ». Доброе утро. Салям. И Евгения Басова в эфире и Евгения Брыжак в жизни, ведущая новостей радио «Спутник ФМ». Привет. Доброе утро. Доброе утро. Что, первый вопрос, который хочется задать. Почему День радио – это такой широкий праздник? Его, правда, отмечают всей страной. И не просто так. В этом же есть смысл. Почему работа на радио – это вот что-то особенное? Ну, если взять, вот я просто предлагаю всем слушателям и зрителям сейчас вот просто вспомнить свой любимый коллектив, если он у них когда-либо был. Все то же самое умножьте на 2 и представьте, что вот, собственно, это радиоколлектив. Поэтому не отмечать такой праздник в окружении такого коллектива, замечательно, согласен. Грех не отмечать. Женя, вы как думаете? Ой, я согласна с мужем, солидарна полностью. Ну что ж, не представила я нашим телезрителям, что вообще-то это не просто коллеги, но еще и супруги. Но об этом чуть позже. В чем секрет популярности радиостанции «Спутник ФМ»? Вот мой вопрос, который наверняка наши телезрители тоже могут поддержать. Мне кажется, этот вопрос надо слушателям задать. Они скажут наверняка. Ну что коллектив радио «Спутник ФМ» делает, чтобы слушателей было больше, чтобы они были довольны? Ну, как известно, кадры решают все, поэтому стоит просто оглядеться вот в этой студии, понять, что люди, которые это делают, и люди, которые остались сейчас за кадром, ну, это ум, честь и совесть нашей эпохи, я считаю. Просто обладатели незаурядного серого вещества, у которых есть отличный инструментарий, и все это помимо там ответственности, исполнительности, прибавить к этому недюжинный талант и мастерство. Вот и, собственно, и получается то, что получается в коллективе «Спутник ФМ». И тот продукт, который мы выдаем, замечательный, я считаю, выбирают слушателя в республике. Это правда. Да, и выбирают, просто настраиваясь на частоту 107 в Уфе и на... И не уходя с нее. Да, и на другие еще частоты по республике, потому что передатчиков у радиостанции «Спутник ФМ» много, нас слышно, как говорится, в каждом уголке республики и даже за его пределами. Кстати, вот про ответственность, исполнительность услышала от Дмитрия. Женя, какие еще качества должны иметь люди, которые желают стать радиоведущими? Вот сейчас такой небольшой ликбез. Я думаю, в первую очередь... человечность, человеколюбие, потому что радио — это все-таки история про людей, для людей. Все, что мы делаем это для них, для наших слушателей. И не зная, чем они живут, о чем они грустят, чему они радуются, невозможно, наверное, сделать радио хорошо. Вот, еще я бы назвала, наверное, оптимизм вкупе с критическим мышлением и оперативность. Потому что эфир — это стихия. И порой возникают такие ситуации, где нужно очень быстро соображать и очень быстро действовать. Ну, это настоящий ответ ведущего новостей, который держит руку на пульсе. Когда за минуту до выхода в эфир тебе приносят другой листок, все поменялось, все горит. Читаем это. Ну да, ситуация не стоит на месте. Я добавлю еще от себя, как человек, который должен все это выпустить в эфир, пунктуальность. Дорогие телезрители, решили стать радиоведущим, смотрите на часы, чувствуйте время. Это точно. А какое образование нужно иметь, чтобы стать радиоведущим? Вот, Женя, у тебя какое? Глядя на наш коллектив, могу сказать, что не обязательно журналистское. У нас работают и экологи, и философы, и актеры, и технари. И хуже ли они справляются, чем люди с профильным образованием? Едва ли, даже лучше. Безусловно, приветствуется гуманитарное, профильное. У меня, например, филологическое образование. И, мне помогают те навыки, которые я приобрела в университете, такие как работа с текстом, с информацией. Они мне помогают в работе. Но в целом, конечно, главное — это сердечки, огонь. И любовь. Опять же, любовь. Если любишь то, чем занимаешься, всему научишься. Ну вот, собственно, подошли к этой части нашей беседы. Что подарила тебе работа на радио? Это людей, в первую очередь. Это мой любимый коллектив. Очень искренних, добрых, настоящих людей, с которыми я могу обсудить не только рабочие моменты, но и что-то очень личное. Мою семью. И
ну, знакомство за пределами коллектива, вне коллектива, там, от представителей различных ведомств, волонтеров до артистов различных. Это очень-очень интересно все. Однозначно. Ну, раз уж у нас в студии программы «Салям» сегодня музыкальный редактор радиостанции «Спутник ФМ», не могу не спросить, как музыка попадает в эфир радиостанции? Ну, не вдаваясь в какие-то прям совсем цифровые детали, могу сказать, что ну, это сложный, кропотливый процесс, на самом деле. Мы постоянно держим руку на пульсе. И в итоге получается, что наиболее востребованные аудитории, нашей аудитории, треки, собственно, в эфире звучат. Треки, которые не сходят со слушательского интереса, с этой волны, поэтому просто мы постоянно проводим эту, в общем, объемную, иногда тяжелую работу. Тем не менее, мы получаем тот результат, к которому стремимся. Я считаю, что все, кто задействован в этом процессе, большие-большие молодцы. Ну, я слышала от наших телезрителей, что есть такое мнение, что на радио музыка попадает так. Вот ты, как музыкальный редактор, садишься, такой, слушаешь песню, вот она будет звучать. Ну, это же не так. Да, кто-то пытался даже действовать через мою жену, но не получилось ничего. Нет, на самом деле, ну, вот есть, конечно, исключительные случаи, да, как это было с финалистами Уфимской волны, когда ребята, пройдя серьезное сито, битву, по сути, выиграв, оказались в эфире «Спутник ФМ». И посреди этого океана мировых хитов, да, определенного продакшена и уровня, появились песни, которые абсолютно не стыдно ставить в эфир. Больше того, они добавляют чувственности эфиру, ощущения того, что это наши свои. Да, и, в общем, по продакшену они очень неплохие ребята, молодцы. Я в очередной раз аплодирую просто. Потихоньку индустрия у нас растет. И уже есть песни, которые совсем не стыдно поставить в эфир. То есть местные исполнители, еще раз обращу на это внимание, имеют возможность попасть на радио «Спутник ФМ». И если, конечно, пройдут вот эти жернова нашего музыкального конкурса «Уфимская волна». Такой злой. Ну, это действительно большое соревнование, нужно вложиться и выложиться там на все 100%. Кстати, прием заявок продолжается на сайте спутник.фм. Если вы исполнитель, группа или вы родитель творческого ребенка, то добро пожаловать, с 9 лет пока еще можно подать заявку. Успеваем еще, да? Кстати, как музыкальный редактор, Дмитрий же тоже знакомится с участниками Уфимской волны. И вот, собственно, в процессе, когда мы в жюри сидим, в целом, как вот индустрия у нас в республике музыкальная, она становится сильнее? Безусловно, год от года, потому что постоянно все смотрят, что происходит у соседей, что происходит в каких-то других конкурсах. Люди потихоньку начинают понимать, что такое конкурсный материал. Люди какие-то высоты уже себе ставят, начинают тянуться, расти просто профессионально. Безусловно, от этого никуда. Ты находишься просто в центре информации, которую, если, конечно, ты ее хочешь получать. Ну и начинаешь профессионально расти. Мне кажется, для любого исполнителя это просто неизбежно. Ну, пусть этот процесс продолжается. Мы сильно за. Слушайте, ну раз уж у нас в студии программы «Салям» сегодня семейная пара, не могу не спросить, у вас есть чудесная девочка, малышечка, которая, ну, однажды тоже будет выбирать себе профессию. Будете ли вы советовать Полине попробовать себя в радиоиндустрии? По-моему, она уже хочет себя попробовать в радиоиндустрии. Работать на «Спутник ФМ». Да, это цитата, да. Вот. Ну, она уже сейчас берет иногда свои книжечки со сказками и говорит, я пойду работать на «Спутник ФМ», читать новости, вот эти сказочки. Ну, почему нет, захочет ребенок, попробует. Так вообще она вхожа, конечно, в наш коллектив, на станцию, она уже была. В принципе, она видела и примерно представляет свои 3,5 года, как там все устроено. Так что, Юля, конкуренты растут. Ну что ж, всегда рада передать свои знания. Ну и, конечно, коллегам новым тоже всегда рада. Потому что, вот, кстати, об этом мы не так давно говорили, коллектив на радиостанции, он должен быть очень молодым? Или это совершенно не важно? Мне кажется, это симбиоз. Да. Это кто-то передает то, что умеет очень давно, кто-то вносит абсолютно свежую струю, когда кто-то уже не успевает, да, за потоком гаджетов и соцсетей.
и привносит человек просто абсолютно новые, свежие идеи. Мне кажется, это всегда работает. Вот именно сплочение разных эпох, направлений, стилей, мышления, потому что все мы абсолютно разные, это совершенно очевидно. И когда вот мы все вместе трудимся, проводим какой-либо мозговой штурм, чего мы там только не услышим, но в итоге выносим лучшее, ты же знаешь. Это да, это точно. Ну, прежде чем вы отправитесь работать, и я тоже, кстати, давайте поздравим всех коллег с этим праздником, ну и слушателей в том числе. Вот эта камера. Ой, ребята, легких вам эфиров, чистого звука, хорошего, доброго, искреннего диалога со слушателями. Знаете, что все не зря, если хоть кто-то улыбнулся, слушая вас. А сейчас обращаюсь к своим новостникам, пользуясь случаем. Ребята, мы когда-нибудь обязательно выздоровеем, у нас будет человеческий график. Люблю вас. Ну, а я просто молча сниму свой сомбреро, который сегодня дома забыл, и раскланяюсь перед своими бывшими, нынешними и будущими коллегами и скажу, что вы большие молодцы, так держать, мы еще такие горы сведем. Ну и к слушателям обращусь я, радиостанции «Спутник ФМ» и других радиостанций. Спасибо, что вы есть. Радиостанция без аудитории — это просто звук. Да. Ну что ж, поздравляю коллег и, в частности, Дмитрия и Евгению Брыжаков. С праздником. С праздником. Праздником. Телеканал БСТ свое вещание продолжает. Оставайтесь с нами.